Гагарский район – район, в котором сосредоточен главный туристический потенциал страны. И, конечно же, основной доход в местный бюджет состоит из отчислений именно в этой сфере. По словам главы администрации Гагарского района Заура Бганба, вследствие неудачного туристического сезона в 2017 году доходная часть бюджета не выполнена. Социально-экономическое развитие Гагарского района за 2017 год характеризуется отрицательной динамикой. Это явилось следствием резкого спада туристического потока после устойчивого роста отрасли на протяжении нескольких предыдущих лет. В результате отмечается сокращение объемов реализации услуг не только в санаторно-курортных комплексах, но и сопутствующих туризму отраслях, платных услугах, торговле и общественном питании, транспорте, снижение предпринимательской деловой активности в целом. Предварительная оценка результатов выполнения индикативного плана за 2017 год показывает, что объемный показатель будет выполнен не более чем на 70%. А по сравнению с фактом прошлого года снизится на 25%. Совокупный объем производства ожидается ориентировочно 7,6 миллиардов рублей. Это при прогнозе 10,8 миллиардов. По инвестпрограмме в Гагре строится первая средняя школа. Идут работы по реконструкции парка принца Альденбургского. Поэтапно решаются вопросы вода и энергоснабжения. Заур Бганба также озвучил проблемы, требующие незамедлительного решения. Например, городские улицы, система канализации, а также подвалы многоэтажных домов. По мнению председателя Гагарского отделения Совета старейшин, героя Абхазии Рудольфа Алшундба, для успешного развития туристической сферы во всей республике необходимо принимать туристов с настоящим традиционным гостеприимством, обеспечить их безопасность и чистое Черное море. Рудольф Алшундба говорил и о сложившейся непростой общественно-политической ситуации в стране. По мнению старейшины, президент имел право принять решение о помиловании Лукава не только по Конституции, но и по законам Апсора. Как подчеркнул Рудольф Алшундба, глава государства поступил по совести. Перед общественностью района выступил Рауль Хаджимба. Президент отметил, что не только в Абхазии, но и в соседней России и других странах в последние годы непростая экономическая ситуация. Что касается неудачного туристического сезона в республике, то общее число туристов, заезжающих в Абхазию, особо не изменилось. Здесь главный вопрос – неудовлетворительная работа в сфере налогообложения. В тех объектах, где организованно по путевкам принимаются те или иные люди, действительно снизилось количество приезжающих к нам людей. А кто сказал, что стало меньше людей к нам заезжать в Абхазию? Мы просто не умеем, к сожалению, пока еще работать с темой получения налогов. Наш сегодняшний собственный бюджет составляет порядка 5 миллиардов. А мог бы быть, это без натяжек, порядка 8-10 миллиардов своих собственных возможностей. Но мы не очень хотим этого делать. Мы не хотим, чтобы у нас был НДС. Мы не хотим, чтобы мы на границе более жестко и четко работали. Мы не хотим, чтобы граница по реке Ингур была бы реально обеспечена соответствующими инструментариями государства. Все знают прекрасно, что со стороны Грузии длительный период времени завозятся те или иные продукты, товары, но каких-либо платежей в бюджет государства не поступает. Как только начинаешь говорить о теме возможности введения этих процессов, говорят о том, что вы делаете. Зачем это нам нужно? Мы что, выстраиваем отношения с Грузией? Хотел бы спросить, а те, кто торгует, они что, имеют право на выстраивание отношений с Грузией? Почему они могут демпинговать на рынке, когда наш производственник занимается, предположим, той или иной деятельностью? Его продукты, его товары становятся нерентабельными по отношению к тем товарам, которые завозятся из Грузии. Слушайте, наличие таможенных платежей и всех инструментариев государства – это признак состояния государства. То, что государство состоится. Глава государства также дал оценку политической обстановке в стране. Люди, вчера еще сидевшие вместе в окопах, погибали вместе. Что нам сегодня не имется?
Что мы хотим? Если мы прошли войну, положили тысячи своих ребят ради того, чтобы только заниматься грызней, Жители района задали президенту интересующие их вопросы. В основном о развитии инфраструктуры, о проблемах разбитых дорог, о бесперебойном электроснабжении сел. Рауль Хаджимба ответил на все вопросы. Разговор с главой государства получился откровенным.